Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале Тува-24. Мои коллеги и я, Орлана Байду, подготовили для вас следующие сюжеты. И коротко о главном. По какому поводу у жителей улицы Хлебозаводской в Кызыле праздник? Кызылчане жалуются на недостаточное уличное освещение. Глава Тувы потребовал усилить меры по борьбе с бешенством бродячих собак. Управление ветеринарной службы Тувы призывает в обязательном порядке маркировать свой скот. В Кызылском доме-интернате прошел семинар с участием гостей из Москвы. Глава Тувы Владислав Хавалых сообщил в своем блоге о том, что республика совместно с Корпорацией развития Енисейской Сибири ведет подготовку к предстоящей инвестиционной конференции, которая состоится 28 ноября. По словам руководителя республики, в рамках конференции в республику прибудет более 50 участников, в том числе представители бизнес-сообществ и эксперты в сфере инвестиций. На площадках конференции предполагается обсудить новые перспективные ниши для развития и вложения не только в Туве, но и во всей Сибири. Упор будет сделан также на развитие деловых отношений с Монголией и Китаем. Вместе с тем Владислав Хавалых акцентировал внимание на том, что заинтересованность сибирских соседей в деловой проработке перечисленных направлений крайне важна для республики с учетом трансграничного положения и возможности налаживания транзита через республику. Важно, чтобы на конференции мы широко и одновременно интенсивно презентовали реализуемые инвестпроекты в промышленности, строительстве, туризме и сельском хозяйстве. Одновременно рассчитываем проанализировать с экспертами перспективы по форсированию деловой активности и улучшению инвестиционного климата в регионе. В своем послании Верховному Хуралу глава региона Владислав Хавалых анонсировал создание единого центра развития предпринимательства. Эта инициатива направлена на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, которые за последние 3 года продемонстрировали впечатляющие результаты. И вот спустя довольно короткий срок это время настало. В столице Тувы открылся единый центр развития предпринимательства. Число занятых в сфере предпринимательства в республике удвоилось и достигло 37 тысяч человек. Этот рост делает Туву лидером среди сибирских регионов по темпам увеличения занятости в данной сфере. Этого удалось достичь благодаря ряду федеральных и региональных мер поддержки местных предпринимателей, которые реализуют в том числе и фонд поддержки предпринимательства. Среди присутствующих здесь предпринимателей очень многие, я вижу, есть получатели нашей поддержки. Скажем так, вы тесно с нами уже сотрудничаете, работаете. С 2018 года при Фонде поддержки предпринимательства созданы центры. Именно эти центры призваны обеспечить реализацию нефинансовых мер поддержки, которые предоставляет фонд. В структуре фонда у нас находится Центр поддержки предпринимательства. Это у нас такой наиболее активный центр, то есть, иными словами, это наш фронт-офис. Специалисты данного центра консультируют по всем нашим мерам поддержки. Создание центра позволит не только сохранить достигнутые успехи, но и значительно расширит возможности для новых предпринимателей. Он станет важным инструментом для тех, кто стремится реализовать свои идеи и развивать собственное дело. В нем будут предоставляться консультационные услуги, помощь в оформлении документов, а также организовывать обучающие программы и семинары для предпринимателей. Наша задача выстроить эти цепочки в довольно кратчайшие сроки для того, чтобы реализовать все задуманные планы, которые перед нами стоят. Также мы будем сейчас акцент делать и на Министерство сельского хозяйства, средства, которые там предусматриваются на развитие пищевой промышленности. Вот эти направления тоже мы будем сейчас координировать в целом по развитию именно предпринимательства. Таким образом, создание единого центра развития предпринимательства в Туве откроет новые горизонты для местных предпринимателей и способствует дальнейшему росту экономики региона, а также позволит создать благоприятные условия для старта и развития бизнеса в республике. Орлана Байду, Чайхан Дангак, Ангыр Кужугет, телеканал Тува-24.
На улице Хлебозаводской в Кызыле коммунальный праздник. В домах жителей улицы налажена подача централизованного водоснабжения. Эпопея с этим вопросом продолжалась не один месяц. Отметим, что ранее решить проблему с водоснабжением жителей улицы мэрии и водоканалу поручал глава Тувы Владислав Ховалых. Хроника проблемного вопроса в материале нашего корреспондента. 14 двухквартирных домов, это 28 квартир, долгое время были вынуждены жить без самого необходимого – воды. Ситуация для жителей доставляла множество неудобств. Забытые в течение нескольких месяцев коммунальные радости, такие как горячая вода, возможность приготовить еду или же элементарно постирать вещи, теперь всегда будут доступными, уверяют представители регионального министерства ЖКХ. На Хлебозаводской только что воду подали. Раньше вода подавалась на эти дома с 1 по 14 Хлебозаводской через насосную станцию комбината благоустройства старого. Решили переключить на городские сети. Это более надежно. Провели работы и трубы провели. Водоканал несет ответственность до тех сетей, которые сейчас комбинат благоустройства МКУ установили, и учет, они берут на себя свою ответственность. И дальше город берет тоже свою часть ответственности на себя. То есть зона ответственности четко сейчас определен за каждым. И будем за этим отслеживать. Как сообщили жители, проблема с водоснабжением была и ранее. Поначалу это был низкий напор подаваемой воды, а потом и вовсе ее отсутствие. Причина – прорыв трубы. Поломка произошла в сентябре текущего года. В сентябре месяце произошла поломка насосов, которые заменили в течение определенного времени. Но в итоге получилось так, что вода не доходит до потребителя. Это связано с тем, что образовался где-то порыв, то есть утечка воды. Этот порыв благоустройство искала долгое время, но не смогла найти. Над сетями все застроено частным сектором. Потом было принято решение забурить скважины для каждого дома. То есть свой насос там был бы. Жители были против в связи с тем, что там часто идет отключение, то есть электроэнергия. Электроэнергия отключится, значит, соответственно, и воды тоже не будет. Поэтому было принято решение, самое нормальное, самое объективное, это подключение к центральным сетям водоснабжения. С подключением к центральным сетям водоснабжения действительно ожидается долгожданное бесперебойное водоснабжение. Силами города была проложена труба, то есть было переподключение системы водоснабжения данного микрорайона к центральным сетям водоснабжения. Последний момент, последнее время точнее, там необходимо нужны были гидравлические испытания сетей. То есть на предмет утечки, потому что данная система водоснабжения уже несколько десятков лет, то есть довольно старая. Соответственно, необходимо было обязательно это проверить. На данный момент гидравлические испытания проведены, то есть сегодня вода уже запущена и потребитель уже с водой. Как сообщил директор МКУ благоустройства, водозабор по улице Ключевой 59-го года. А это значит, что инженерные сети уже давно изношены. Мы как получили от жителей, что воды нету, сразу мы обратились в управление ЖКХ, Министерство ЖКХ и водоканал сервис. Мы, видите, специалистам этих вышеуказанных организаций мы обращались. Они отправляли нам специальных специалистов, которые по поиску трупа и порыва на них и в течение 2 недель они искали, и итога не нашли они. Так как трубы старые и сеть старые, схемы расположения труб тоже нету. Не оказалось у водоканала, и архива тоже нету. Поэтому были трудности искать, где порыв был. Поэтому было принято решение подключиться к централизованному водоснабжению. И на сегодняшний, который мы подключились. Насосы были новые, в мае месяце текущего года были установлены. Но все-таки там сама сеть старая. Схема расположения сети тоже неизвестно, где они лежат. Поэтому были трудности, где найти порыв. Данный вопрос не раз поднимался на еженедельном аппаратном совещании главы Тувы. Владислав Ховалых, водостоличная мэрия, а также предприятию «Водоканал» давал поручение о необходимости решить ситуацию в кратчайшие сроки. Все для того, чтобы обеспечить жителей питьевой водой. В ходе результатов совещаний было
предложено то, чтобы подключить данную улицу к водоканалу. Поэтому были совместные работы вместе с водоканалом. Такие мероприятия проводились, как забор анализа воды с санэпидемстанцией, гидравлические испытания трубы, чтобы она выдерживала. И вот до сегодняшнего дня мы все эти работы, все эти мероприятия сделали. И вот именно сегодня мы уже подали воду, получается. Гидравлические испытания, проведенные местными коммунальными службами, стали завершающим этапом восстановления нормальной жизни жителей. Айра Асад, Владимир Суртукян, Гаркушуге, телеканал Тува-24. В нашу редакцию поступает множество жалоб от горожан на недостаточное уличное освещение. В частности, в левобережном дачном обществе. Какие улицы столицы пребывают в кромешной тьме и как решит проблему столичная мэрия, попыталась разобраться наша съемочная группа. Это левобережное дачное общество Кызыла. Жители недовольны уличным освещением. Фонари горят только на автобусных остановках. Очень темно на улицах. Вообще ни одного освещения нету. Особенно зимой, когда идешь. Тут скользко, дороги тоже неровные. Вообще трудно добираться до улицы, до дома, вернее. Особенно, когда вот сейчас рано темнеет, детям после школы очень трудно добираться до дома. Вообще темнота тут везде. В вечернее время опасно, так как может случиться все, что угодно. Уличное освещение полностью отсутствует. Особенно страшно за детей, которые ежедневно вечером проходят путь после школы от остановки до дома и наоборот. Никогда не знаешь, дойдешь ли целым и невредимым. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у вас тут вообще освещения нету или все-таки периодически оно есть? Поделитесь, насколько вообще неудобно. На улицах очень темно, особенно зимой, когда идешь после школы домой. Очень страшно идти домой, собаки нападают. Мы поинтересовались у столичной мэрии, в чем же причина, почему на автобусных остановках имеется освещение, а на улицах нет. Конкретно, если говорить по ЛДО, да, по левобережным дачным обществам, там ситуация какая? Мы обслуживаем дорогу только там, где проходит у нас маршрут. Это 13-й маршрут, 113-й маршрут ТВ Автотранса. Там мы содержим освещение, а непосредственно на СНТ, на различных, там, конечно, должны это выполнять председатели обществ, организовывать уличное освещение, либо самостоятельно назначать и с кем-то заключать договора, либо можно обратиться к той же обслуживаемой организации, которая обслуживает у нас в городе. Для того, чтобы проверить жалобы горожан и на другие микрорайоны, мы направились на улицы Энергетиков и Олока Айона, что в районе Студгородка. Действительно, и здесь ситуация аналогичная. Вокруг нет ни одного фонаря. Это небезопасно, особенно для детей и пожилых людей. В ответ на жалобы горожан в администрации города отметили, что в курсе проблемы и запланировали ряд мер. И убеждают, что в ближайшее время этот темный вопрос по освещению улиц решится. Однако пока не ясно, когда именно. По Студгородку сейчас выполняются работы в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Это идет строительство, можно сказать, реконструкция строительства ведется по Энергетиков, и дорога доходит непосредственно до Студгородка. Асфальтирование там уже заканчивается. Будет также, идет в 2 этапа. В этом году, если что успеем, выполним. Это установка опор уличного освещения. И также будет освещена вот эта вся практически улица от Индустриальной до непосредственно до самого Студгородка. Пока проблему решают, жителям окраин остается лишь надеяться, что в скором времени и на их улицах будет светло, как в центре города. Ведь освещение играет важную роль, например, в обеспечении безопасности, что может поспособствовать уменьшению вероятности преступлений. Инна Клаян, Айсу Мангуш, Начин Оржик, Буян Аюн, Азамат Ачур, телеканал Тува-24.
Глава Тувы Владислав Хавалых потребовал усилить меры по борьбе с бешенством и поручил всем ответственным службам принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Он также акцентировал внимание на необходимости немедленного реагирования на тревожные сигналы от жителей. Контроль за выполнением этих задач возложен на его заместителя Уранола Андара. Какие меры необходимо предпринимать, расскажет наш корреспондент. В столице Тувы продолжаются ветеринарно-профилактические работы в связи с выявлением случаев бешенства у бродячих собак. В конце октября у 2 животных был обнаружен возбудитель заболевания, а недавно эксперты зарегистрировали еще один случай у безнадзорной собаки. Служба ветеринарии Республики Тува сообщает, что 18 ноября 2024 года ГИБУ Тувинской ветеринарной лаборатории установлен диагноз бешенства. Это, получается, уже 3-й случай. 18 ноября 2024 года на территории спортивного комплекса Херел города Кызыла. С начала введения карантина ветеринарные службы Кызыла усилили профилактические мероприятия, включая вакцинацию домашних животных и разъяснительную работу среди населения. Власти призывают жителей быть внимательными к своим питомцам, не выпускать их с территории домовладения и не допускать контактов с дикими и безнадзорными животными. Призываю всех жителей не только города Кызыла, всей республики при проведении ветеринарных мероприятий не препятствовать специалистам, в том числе ветеринарной службы, мэрии города Кызыла. Процедура это во время карантина бешенства это обязательная. Правилами там расписано, что в очаге бешенства в радиусе 3 километров там не должен находиться безнадзорные, бездомные животные. По закону их должны всех отлавливать и поместить в специальный период для наблюдения определенное время и для вакцинации в дальнейшем. Напомним, мэрия города приняла решение о проведении активной кампании по отлову безнадзорных собак, а также сплошной вакцинации домашних животных. Это необходимо для предотвращения возможного дальнейшего распространения заболевания. Более 4500 домовладений обошли. Встречают, скажем так, даже хозяева с неадекватным поведением, то выпившие, то с угрозами, с различными. Это надо понять, что это обязательно вакцинация нужна. Либо вы потеряете своего питомца, либо, не дай бог, он может заразиться и повлечь за собой огромные беды. Специалисты напоминают, что бешенство – это опасное вирусное заболевание, которое передается через укусы и царапины, контакты со слюной зараженной особи. В случае укуса любого животного, домашнего или дикого, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью для проведения вакцинации и дальнейшей профилактики заболевания. Только совместными усилиями надзорных органов и самих владельцев домашних животных удастся предотвратить дальнейшее распространение заболевания и обеспечить безопасность жителей города. Арлана Байдуча, Айхан Дангак, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. В Туве уже на протяжении нескольких лет внедрена федеральная государственная информационная система в области ветеринарии «Хориот». Она призвана значительно улучшить качество ветеринарного обслуживания и повысить эффективность контроля за здоровьем животных в регионе. В чем ее преимущество, узнавал наш корреспондент. Система Хориот обеспечивает автоматизацию процессов, связанных с ветеринарной деятельностью, включая регистрацию животных, учет ветеринарных манипуляций и мониторинг эпизоотической ситуации. Благодаря этому ветеринарные специалисты могут более оперативно реагировать на возможные вспышки заболеваний и обеспечивать своевременное лечение животных. Маркировка это получается у нас по постановлению по 550-му Российской Федерации вышла, получается от 5 апреля 2023 года. Программа запущена в компонент Витис Хориот уже, получается, в 2021 году полностью создали. Мы уже ветеринарная служба Республики Тува полностью мы работаем. У нас, получается, в настоящее время по перечень крупнорогатого скота не позднее с 1 сентября 2024 года. Там входят мелкие домашние животные, свиньи,
Это получается куры, несушки. Внедрение Хориат позволило не только оптимизировать работу ветеринарных служб, но и повысить уровень безопасности продуктов животноводства. Система обеспечивает прозрачность и доступность информации, что в свою очередь способствует укреплению доверия между производителями и потребителями. Когда ветеринарный специалист, например, подходит на чабан-стоянка, если животные не маркировали, то есть ветеринарный специалист полностью 100% маркировку сделает, программу внутри, то есть в реестр, то есть в компонент ветицы зарегистрировать, а если животное не маркировано, мы никак не сможем ветеринарные сопровождающие документы форма 1 на форма 2, мясо и мясо, продукту, может, конины и так далее. Внедрение этой системы стало важным шагом к модернизации ветеринарной службы в республике. Она поможет обеспечить здоровье животных и безопасность населения. Стоит добавить, что внесение данных в эту систему является обязательной процедурой, как и для физлиц, так и для юридических. Для этого необходимо обратиться в ветеринарную службу по месту жительства. Арлана Байдучай, Ханданга, Кангыр Кужугет, телеканал Тува-24. Право фермеров заниматься сельским туризмом в Туве хотят закрепить законодательно. Правительство республики одобрило поправки в проект регионального закона о развитии сельского хозяйства, который в соответствии с аналогичным федеральным законом разрешает сельхозпроизводителям и фермерам оказание услуг в сфере сельского туризма и другие виды деятельности, не связанные с сельскохозяйственным производством. Обновленный закон, в частности, предоставляет аратам возможность использовать построенное на участке жилье как гостевые дома, размещать в них туристов. Они могут организовывать в имеющихся помещениях торговые объекты, чтобы продавать гостям производимую хозяйством продукцию. Агротуризм позволяет также зарабатывать на организации экскурсий, пеших и конных туров, мастер-классов по традиционным ремеслам, на питание и проживание туристов. Впрочем, сам по себе сельский туризм для Тувы далеко не новое дело. Республика практически в неизменном виде сохранила аутентичный вид деятельности, то есть древнее кочевое скотоводство, которое еще каких-то 90-100 лет назад составляло основу жизни тувинцев, определяло их быт и культуру. Именно в этой среде зародилось горловое пение хумей, которое продолжает удивлять и покорять весь мир. Так что сомнений в востребованности тувинского агротуризма нет, и не только у гостей из-за рубежа. Тува с ее самобытной культурой, верой, практически нетронутой природой привлекает и российского туриста. Даже коренные жители с удовольствием используют возможность отдохнуть с детьми на чабанской стоянке, дать им на себе прочувствовать уклад, которым жили предки. В Минсельхозпроде республики, разработавшем законопроект, рассчитывают, что законодательное закрепление агротуризма станет дополнительным мотивом к более активному освоению этого вида деятельности. Тем более, что в Туве желающим развивать сельский туризм оказывается серьезная государственная поддержка. К примеру, финансовая помощь в размере до 10 миллионов рублей. 19 ноября в России отметили День преподавателя высшей школы. Праздник был установлен приказом Министерства науки и высшего образования страны 3 года назад. В честь профессионального праздника в Тувинском государственном университете прошло чествование преподавателей государственными наградами. На мероприятии побывала Айра Сад. День преподавателя высшей школы – это праздник, который стал замечательной возможностью подчеркнуть значимость труда преподавателей. Ведь именно они формируют новое поколение специалистов и вносят существенный вклад в развитие науки и образования. Наша российская наука прежде всего должна опираться на наши достижения, на наших ученых, да, на наши силы и на наш потенциал. Я искренне желаю, чтобы мы с вами для себя всегда держали эту высокую планку. У нас с вами есть большая, великая и очень важная миссия. Мы с вами готовим будущее нашей страны, будущее нашей республики. Атмосфера праздничного дня была наполнена уважением и благодарностью к тем, кто ежедневно передает знания и вдохновение своим ученикам. Я работаю в университете со дня еще Кызылского государственного педагогического института. Тогда даже не было исторического факультета. Вот и была тогда кафедра марксизма-ленинизма, общеинститутская кафедра, где работали все гуманитарии. Потом, значит, конечно, со своими коллегами после защиты докторской диссертации мы открыли исторический факультет. На нашем историческом факультете, конечно, высокий процент
остепененности, но самое главное, что среди них работают выпускники уже нашего исторического факультета, выпускники нашей аспирантуры, кандидаты наук. В честь профессионального праздника в главной кузнице кадров прошло торжественное чествование преподавателей госнаградами. Так, нагрудным знаком ТУВГУЗ за вклад в развитие образования, благодарностью и почетными грамотами главы Тувы удостоены те, кто уже не первый год предан своей профессии. Знаки отличия стали символом признания не только личных заслуг педагогов, но и вклада в развитие образовательной системы региона. Многие из награжденных имеют многолетний стаж. Преподаватели высшей школы являются не просто носителями знаний, но и наставниками. С сентября 2013 года началась моя трудовая деятельность в университете. Я, начала с ассистента, впоследствии в 2020 году защитила кандидатскую диссертацию и в 2022 году стала доцентом кафедры отечественной истории. Профессию я свою очень люблю, потому что, во-первых, это ежедневное, повседневное общение со студентами, с молодыми людьми. Поскольку я преподаю историю, мы обсуждаем очень разные вопросы о нашей стране, о всех ее страницах истории. Да, мне нравится задавать вопросы, мне нравится смотреть, как они приходят к правильному ответу. Да. И, конечно же, нужно сказать, что мне нравится, что мы учим студентов анализировать. Дата Дня преподавателя высшей школы выбрана не случайно в честь дня рождения выдающегося русского ученого, одного из основоположников российского образования, основателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Айра Асад, Владимир Шештук, Азамат Очур, телеканал Тува-24. В столице Тувы состоялась региональная научно-практическая конференция «Навигаторы детства. Новая философия воспитания». Целью мероприятия стала актуализация приоритетных задач государственной политики в области воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. Кто выступал в качестве спикера и какие темы были затронуты, смотрите далее. Подобные конференции помогают педагогам находить актуальные подходы и новые методы в сфере воспитания молодежи. То есть каждый из них постоянно находится в процессе обучения чему-то новому, и поэтому им необходим живой и активный обмен опытом по различным тематикам. Здесь муниципальное образование транслирует свой опыт по развитию центров детских инициатив, киноуроков в школах, центров родительских инициатив. Тут у нас временный досуговый центр «Почитайка», школьные театры, уроки разговора о важном и так далее. Более 200 педагогов со всех концов Тувы приняли участие в мероприятии. Были организованы 5 дискуссионных площадок по развитию детских общественных объединений, по профориентационной работе в школах. Также в рамках патриотического воспитания молодежи в республике спикеры рассказали о мероприятиях, проводимых юнармией. К примеру, это учебные сборы. За эти 2 месяца мы охватили более 500 юношей и студентов до призывного возраста. И, конечно же, в первую очередь особое внимание уделяется, конечно же, патриотическому воспитанию детей и молодежи нашей республики. И в рамках нашего доклада мы затронем темы, конечно же, про специальную военную операцию, а также про реализацию увековечивания наших героев, которые участвуют в специальной военной операции, а также наши, конечно же, большие всероссийские акции. Это письмо солдату, блиндажная свеча, письмо герою. Участниками мероприятия стали советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства», специалисты отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания. Я впервые участвую в таком мероприятии, так как я начала работать только 3 месяца назад советником. Я считаю, что такие мероприятия очень нужны, как конференция, да, потому что многие опытные учителя и еще разные работники, или они нам передают свой опыт, мы делимся опытами, да,
Вот, поэтому мы у них тоже учимся, да, многому. Участие в конференции позволяет каждому оценить свой уровень на фоне всех представленных работ и найти для себя новые пути для дальнейшего развития. Также в рамках проекта была организована выставка, которую подготовили советники директоров по воспитанию со всех районов Тувы. Инна Клоян, Начин Оржак, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. В Кызылском доме-интернате для престарелых граждан и инвалидов начал свою работу семинар. Социальное обслуживание населения в Республике Тыва, перспективы развития деятельности стационарных учреждений для пожилых граждан и инвалидов. О том, какие темы докладов были представлены, смотрите далее. Заместитель министра труда и социальной политики Тувы Арлан Майкулар вместе с представителями фонда «Старость в радости» из Москвы обсудили вопросы взаимодействия по оказанию социальных услуг по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами в стационарной форме. Мы уже с вами понимаем, что если раньше у нас было большее количество людей, которые сами приходили, то сейчас таких людей все минимум, а минимум больше всего могут даже на носилках принести. И с учетом последних тенденций у вас большое количество людей появится со стомами, отдельным уходом должен быть, в том числе и паллиативным статусом и так далее. Основные доклады и лекции связаны с типичной ситуацией социального обслуживания граждан, нуждающихся в постоянном сопровождении. Мы просто постараемся, как говорится, на пальцах, на примерах живых рассказать, что нужно сделать, чтобы наши дома-интернаты не звучали как, ну, прямо там, не знаю, фабрики смерти, дома для умирания, ну, любят такие, да, сказать. А мы очень хотим, чтобы любой директор учреждения, мы ставим такую задачу, вот смог свое учреждение по-честному порекомендовать любым. Мы же понимаем, что без интернатов пока мы никуда. Попадая в дом престарелых, многие пожилые испытывают глубокое чувство одиночества, несмотря на наличие большого количества соседей. Сотрудники Московского фонда рассказали, что причиной этому является то, что человека не видят как личность, но этому есть решение. Мы просто хотим, чтобы в каждом человеке, вне зависимости от его ментального, физического здоровья, насколько он ходит, лежит, противный он, как бывает некоторые говорят, чтобы они увидели личность, чтобы они узнали, что это Марья Ивановна, которая всю жизнь работала в школе. И, конечно, мы очень хотим, чтобы к нашим жителям, а мы их считаем так, нашим жителям относились со всем удовольствием, с уважением. Как и создания, говорят сейчас очень много, ну как дома, да. Мы же понимаем, один как одному мы дома как дома не можем создать, но мы должны создать такие условия, когда человек сам может выбрать, какое белье ему одеть, сам человек может выбрать не ровно 8 часов встать, а у него будет возможность, когда встать, чем ему заняться. Заместитель министра труда и социальной политики Тувы Арлан Майкулар отметила, что гостям из разных уголков страны всегда рады. Ведь специалисты регионального дома-интерната могут обучиться новым практическим навыкам. В нескольких проектах данного фонда это проект «Неотложка», проект «Медицинская помощь на дому». Кроме этого, мы участвуем в проекте «Ежедневный уход». Кроме этого, мы с этого года запустили свой ведомственный проект. Это система долговременного ухода в стационаре. Вот в рамках данного проекта вот как раз вот приехали наши гости, будут делиться опытом, вообще как улучшить работу стационарных учреждений для пожилых граждан и инвалидов. Важно отметить, что поддержка со стороны персонала может помочь уменьшить чувство одиночества у пожилых граждан, создание дружелюбной атмосферы, организация досуга и возможность общения с другими. Все это способствует улучшению психоэмоционального состояния. Инна Клоян, Буяна Юна, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. На этом у меня все. Следите за актуальными событиями в республике вместе с нами. А я, Арлана Байду, с вами прощаюсь.